Хоть и говорят, что у кошки 9 жизней, но это не повод пренебрегать ее здоровьем. Послушать легкие, осмотреть глазки. Для этого четвероногого пациента поход к ветеринару – занятие не из приятных. Всеобщий любимец в семье Цароевых, он живет уже 2-й год. Кот, как говорится, ни на что не жаловался, пока хозяева 2 дня назад не заметили неладное. Прививки. Диагноз Барсика – обычная простуда, но риск того, что за теми же симптомами может скрываться и опасная инфекция, велик. Ведь в том, что новый коронавирус имеет животное происхождение, сомневаться не стоит. Первичным источником COVID-19, по словам ученых, явились летучие мыши. Но впервые о том, что этим вирусом могут болеть и домашние питомцы, заговорили еще в феврале. Тогда пробы собаки, чья хозяйка перенесла коронавирусную пневмонию, показали положительный результат. У этой собаки был 2-кратно подтвержден вирус, именно коронавирус сегодняшней этиологии. Но дальнейшие исследования, некоторые научные учреждения, которые занимаются именно коронавирусной инфекцией, некоторые подтверждают, некоторые отрицают. То есть мнения ученых на этот счет расходятся, мотивируя тем, что вирусная инфекция сопровождалась сопутствующей инфекцией, могло быть различные другие причины. Этот случай не является показательным, потому что коронавирусы, поражающие человека и животных, разные. Пока у ученых нет точного объяснения, почему вирус выявляется и у животных. Однако переход патогена от человека к домашним питомцам все же возможен. К примеру, если больной контактировал с ним. Распространение через предметы ухода, через дыхательные пути, через выделяемую мокроту, через испражнение и так далее. Факт то, что если эта собака или кошка контактировала с человеком подозрительным или же больным от коронавирусной инфекции, естественно, на этой собаке или кошке будут пути начала данной инфекции. Поэтому эти животные являются опасными для окружающей среды. Передача вируса от людей к животным происходит крайне редко, но это не повод расслабляться. Чистота превыше всего. При этом в условиях пандемии нужно следить не только за личной гигиеной, но и гигиеной своих четвероногих друзей. Контактные участки животного с внешней средой. Потом обрабатываются лапки, начиная с тела. Дезинфицирующим раствором, можно и перекисью водорода, можно хлоргексидином очистить. Ну и, конечно же, протирать необходимо весь кожный покров, если это было, например, животное на выгуле в течение нескольких часов. Пандемия не повод отказываться от собственных животных. Однако, если хозяин подхватит вирус, помещать на карантин нужно и четвероногого друга. Строгий карантин, считают специалисты, должен быть строгим во всем. А значит, любые контакты, в том числе и с домашними питомцами, лучше всего исключить. Хотя врачи и склонны считать, что коронавирус не передается от человека к животному и наоборот. Про передачу от человека к человеку сначала тоже говорили, что это невозможно. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.